Сегодня 3 июня 1998 года. Несмотря на дождь, наша камера установлена в историческом месте. Ровно 100 лет назад вот на этот берег суда у старой Усть-Сысольской пристани вступила нога единственного члена августейшей фамилии, посетившего Усть-Сысольск за всю его 200 с лишним летнюю историю. Это был великий князь Сергей Александрович, который совершал инспекционную поездку по Вологодской губернии. Надо сказать, что сам по себе Сергей Александрович личностью был, мягко говоря, не очень хороший. В 1905 году он, кстати, погиб от бомбы эсера. Но тогда об этом никто не знал, и маленький Усть-Сысольск готовился к необычайному зрелищу. 14 мая городские власти получили из Вологды телеграмму о том, что ожидается прибытие великого князя. И, как водится у нас во все времена, это наша хорошая традиция, начался аврал. Были выделены деньги, 1800 с лишним рублей, на подготовку города к встрече знатного гостя. Работа была проведена колоссальная. С улиц города были изгнаны коровы, была подсыпана песком центральная Стефановская площадь. А надо сказать, что у нее была одна достопримечательность – это огромная лужа, судя по фотографиям. Были подметены улицы, украшены дома, а главное, срочно организована выставка, показывающая особенности края. Во дворе земской управы были построена избушка рыбака и избушка охотника, куда посадили зырян, которые демонстрировать должны были свои рыболовецкие и охотничьи занятия. В здании земской управы установлены предметы домашнего обихода, промыслов и так далее. Была построена даже беседка вот недалеко от этого места, к сожалению, она не сохранилась, чтобы великий князь мог обозревать сысольские просторы из этой беседки. А дорожка с пристани, специальная ковровая дорожка, прям вела наверх города, где великого князя ожидали благодарные горожане. Великий князь прибыл ровно 100 лет назад на пароходе «Царевна», поднялся в город, там его встречали серебряным блюдом, на серебряном блюде хлеб с солью, блюдо из Москвы было выписано, кстати говоря, в срочном порядке. Великий князь осмотрел выставку, ему понравилось, особенно рыболовецкая и охотничья избушки. Осмотрел город, прошелся по городу, была подана специальная пролетка, нашел все в должном порядке, о чем и сообщил отцам города, сделав запись в специальной книге, и покинул город в тот же день на пароходе «Царевна». Так и осталось в памяти усть-сысольцев этот визит единственным знаменательным событием этого года, связанным с августейшей персоной. Напоминала об этом еще долго горожанам беседка, стоявшая на высоком Сысольском берегу, а городским властям у городских властей еще долго болела голова по поводу того, как списать расходы на прием великого князя. Расходы были солидные по тем временам. Самое интересное, что, как у нас водится, на благоустройство города, то есть на засыпку лужи и так далее, ушло 400 рублей, а больше 1400 рублей ушло неизвестно на что, на украшательство, на украшение, поднесение подарков и так далее, тому подобное. Городская казна справилась, и тем самым визит великого князя навсегда вошел в историю нашего Усть-Сысольска Сыктывкара.